ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 17:00. Городская администрация. Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня, 30 ноября, в местных реках вновь были замечены следы нефтепродуктов. Был зафиксирован факт загрязнения природной воды нефтепродуктами в городе Ухта и на левом берегу в середине реки Изма в поселке Усть-Ухта, в селе Усть-Ухта. Вновь плавающую нефть увидеть не ожидали. В апреле этого года точно так же черные маслянистые капли нашли рыбаки. Просто пробурили лунки. В этот раз следы черного золота нашли гидрологи. Они делали забор воды на реке Ухта в районе бассейна «Юность». В одной убираются лунки. Но когда увидели там столько нефти, они просто, пленку такую толстую, они еще 2 лунки открыли. Они просто снегом были припорошены. А устье, значит, там одной лунки бурились нефть. А вот в Усть-Ухте там же вообще промоина, там практически до правого берега все открыто. И нефть идет прямо до середины, пленка вот сплошная. Как и в прошлой ситуации, первым делом все подумали на Ярикское нефтешахтное управление. Дескать, нефть по реке снова их рук дело. Начальник НШУ эту теорию опроверг. Поехали сегодня проверять, что успели сделать с обеда. То есть выехали, проверили свои шахты. По шахту пошли на река Нефтянка и где-то впадает в Ярику. Через Ярику в сторону воды у нас там есть мост. То есть сделали там вырубку, лед небольшой, вода чистая, фотографии привез. Так что откуда ушла нефть и много ли ее было, пока остается только догадываться. Нефтепродукты, к слову, обнаружили в районе бассейна и рядом с поселком соседнего муниципалитета Усть-Ухтой. А вот в месте водозабора близ улицы Губкина его, кстати, сразу закрыли. При визуальном осмотре воды следов переработки полезного ископаемого не было. Детально это покажет анализ водоканала уже завтра. Тогда же будет проведена масштабная проверка всех близлежащих водоемов. Скорее всего, с вырубкой льда. По нему легко выследить, как долго плыла грязь по рекам. На данный момент на территории муниципального образования Ухта объявлен режим повышенной готовности всех ведомственных служб.